Хайтарма – это наша душа, душа нашего народа. Грандиозный, величественный, ритмичный и в то же время утонченный танец хайтарма – это душа народа с многовековой историей. Такими словами Садиха Джемилева открывает для нас новую экспозицию Крымско-татарского музея. Она рассказывает, показывает, кружит в танце и приглашает в гримерку заслуженного ансамбля всех желающих. Сценические образы метра театрального искусства, афиши, фотографии, с помощью которых посетители могут прикоснуться к истории легендарного ансамбля, к его творческому наследию, увидеть, как менялся коллектив с момента основания до настоящего времени. На стендах дипломы, грамоты, благодарственные письма и вырезки газетных публикаций. У крымско-татарского коллектива сотни наград за плодотворную деятельность. Следует отметить, что уже в 1940 году, в 1939 году они попадают на всесоюзный конкурс в Москву. И наша легендарная, одна из легендарных певиц, Сабрия Реджепова, получает диплом талантливой молодой певицы. И уже в 1940 году удостаивается звания заслуженной артистки Крымской АСР. Ансамбль «Хайтарма» начал работать в Крыму незадолго до начала войны. Художественным руководителем стал Ильяс Бахшиш, музыкальным – Яя Шарфединов, а хореографом – Усейн Бакал. В 1944 году коллектив был вынужден прекратить свою деятельность. Смог продолжить работу спустя 14 лет, но уже под руководством Февзи Белялова. Это 1958 год, где мы видим первый состав ансамбля «Хайтарма». Это такие яркие наши солисты, как Сабрия Реджепова, Эдия Топче, Абдламит Умеров, Аким Джемилев, Шевкет Мамутов. Мастерством ансамбля восхищались зрители, всегда аплодировали стоя. Помню, как мы покупали все билеты и ходили, раздавали их по домам. Даже давая по 3 концерта подряд, они собирали толпы людей. Полный аншлаг. И это было народное призвание. Ансамбль трижды менял свое название. Неизменным оставался национальный дух. Именно на базе ансамбля «Хайтарма» ставились театрализованные представления. В частности, в 1959 году Ильяс Бахшиш, художественный руководитель, поставил спектакль «Азыхыз» в 2 действиях. Затем это спектакль «Хайняна» был. Для этого спектакля специально пригласили вот эта актриса драмы, у нее была амплуа такое, ее специально пригласили в ансамбль «Хайтарма» сыграть эту роль. А это эксклюзивные фотографии с выступления Абдламита Умерова. Именно его считают основателем Крымско-татарского музея. Был не только талантливым актером, но и хранителем прошедших эпох. Всю свою жизнь он собирал старинные ювелирные украшения, одежду и уникальные фотографии. А это более 300 предметов быта, которое, как и мечтал сам Абдламит Ага, стало достоянием нашего народа. Абдламит Умеров – это конферансье, то есть все помнят его выходы на сцену. Это были незабываемые скетчи, незабываемые какие-то такие юмористические постановки, интермедии в его исполнении. На выставке можно увидеть лишь малую часть закулисной жизни талантливых артистов. Выступала наша певица Зине Плюманова. Вот сегодня можно прийти в музей, посмотреть его, не просто посмотреть по фотографиям, а воочию увидеть его и просто создать, увидеть то настроение и создать свое впечатление, как тогда одевался актер. Февзи Белялова, тоже певец, который очень долгие годы, почти на протяжении 40 лет, отдал ансамблю «Хайтарма», и его костюм, вот он, представлен тоже на нашей выставке. В 1992 году ансамбль «Хайтарма» вернулся на полуостров и стал работать в составе Крымской государственной филармонии. Возглавила его народная артистка Таджикистана Римзия Бакал. С ней коллектив поднялся на новый профессиональный уровень. Сейчас им руководит Эльмира Налбантова. Ансамбль знают не только в Крыму, но и за его пределами. В ритме танца «Хайтарма» Крымско-татарский музей будет кружиться до конца апреля. Наджия Исаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».